Assalamu alaikum. Добрый вечер. Сурия Бихолмасери, дом. Приветствуем всех вас. Это опять я. Опять со своим телефоном. Вот никак не могу я дома согласиться, почему так тупо поступают он, украинский народ. Депутаты, муниципалитеты, не знаю, вся власть, вся элита, духовенство разное вероисповедание. Но почему они все позволяют у себя на территории, но это нечеловеческое отношение, да. Вот. Отдать свою государству на плацдарм, да, Америки, да, чтобы они воевали против своих же братьев, да, братьев украинцев России, да. Ну как так можно, да? Где Америка, где Россия? Ну, если сравнить там почти 50 на 50, да, можно сказать, родственные отношения с украинскими и российскими народами. Да. А эти бамбуки, которые, они же немного там, они поставили этого клоуна Зеленского, да. Я думал, он нормальный парень, да, образованный. Поставили его туда на должность и делают все, что угодно. Он в последнее время вообще не соображает, о чем он говорит, чем он занимается. Вообще, да, он смешно, когда он говорит про Крым, Севастополь, да. Ну, видеть, что Россия, да, не использовала, да, свою мощь военную 1%, но все-таки забрала, да, столько территорий, уничтожила столько военно-стратегических объектов. И если будет приказ, да, президента, то в Украине, да, поменять власть, посадить туда достойных людей проще простого. Можно сказать, вообще нет проблем. Да. Я раньше тоже говорил, если вот это наш уровень, вот региональный уровень, если нам поручить все это, мы быстро, да, создали бы нормальные условия, да, территории, которые мы освобождаем, создавали бы комендатуры, дальше муниципальная власть и правоохранительная система. Ну, короче, потихоньку сформировали бы ветви власти и потихоньку решили бы вопрос с Украиной. Да. С Украиной вообще у нас нет вопроса. У нас есть проблема, да, бандеровцами, нациками и шайтанами, которые сбежали от нас, с наших. У нас они тоже говорили, были лозунги такие, все что угодно придумывали, да, против своего народа, для того, чтобы народ подумал, что это сделал федеральный центр. Ну, справедливость восторжествовала. Вообще, да,
если взять по позициям, да, позиционно, да, не воюете, да. Вы же не одна Украина, да. Вы же, да, общий как, да, НАТО, да, 30 чем-то и 20, ну, больше 50 государств. Вас Америка обманывает, продает свое старое оружие, да. Ваши деньги используют против вас. У вас цены, да, куда уходит. И социальная жизнь каким становится. Ну, как так можно вот не иметь слова «я». Я очень удивляюсь. Я был раньше несколько раз в Украине, украинский народ. Я восхищался, красивый, достойный, чисто было. Ну, даже хотелось еще раз поехать, побыть, посмотреть, как турист. Ну, сейчас, да, слушаешь, да, читаешь, да, что они говорят, пишут, да, и придумывают, да, всякую чушь, ерунду, да, не стесняя, да. Вообще разочаровали вы меня. Поэтому я один из тех, кто просит президента, да, навести порядок полностью на территории Украины, да. А кто хочет помочь Украине, ну, они помогают, но Россия все равно на это типа глаза закрывает. Вот. Наемники, все инструктора всех народов, которые ходят на это, которые там, не знаю, вокруг НАТО, да, там они все находятся, да. Ну, у них нету духа, да. Есть у них оружие, и оружие это, знаете, да, нужны люди, да. Всегда выигрывает, да, пехота. Поэтому ни авиации, ни артиллерии, а чисто люди, да, больше, да, выигрывают, да, на военных событиях. Поэтому мы очистили Мариуполь, да, Попасный, набережные, Нижний, да, разные, я не помню сейчас, если я что-то скажу, да, опять начнут там говорить, там, Кадыров, там, не знает, что Херсон давно там контролирует там Россию, да, я знаю просто, да, ну, случайно сказала это слово. Извините, да, если вам это не трудно. Поэтому мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить всех государств, которые с нами не считаются, стать на колени. Польша, да, с послом так, где поступают, да. Это что такое, да? Ну, вот что за демократия, да? Что за Европа, да? Почему не принимают меры, да? Если это было бы в Чечне, то весь мир, все, да, ООН, нам, НАТО, там, не знаю, Совбез, все собрались бы и начали бы, да, обсуждать, вести санкции, да. Но он посол же. Как так можно, да? Это нарушение всех, да, норм, по-моему. Поэтому я знаю все те, которые сегодня лают против России, да, они только, да, понимают язык войны, да. А язык войны, да, мы с детства научились, да. И можем петь, танцевать, что угодно, да. Это война, да. Это мы днем и ночью, да, учились воевать.
не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать. Поэтому мы считаем, что защищать народов, да, любой национальности, вероисповедания, это долг каждого. Поэтому эти сатанисты сегодня непростительные вещи, да, писали про нашего Всевышнего, про нашего пророка, про наших уважаемых людей. И у нас с ними отдельные счеты тоже, да. Поэтому в Чеченской Республике, да, каждый, да, не первый, да, каждый, да, ну даже больше, да, доброволец, да, и женщины, и все, чтобы достать ваши глотки, да, и наказать вас, да. Поэтому я вас, украинский народ, еще раз прошу, да, этот наркоман, да, Зеленский, да, успокойте его, да, ну, Верхняя, Нижняя Рада, ВСУ, СБУ, ну, у вас сколько там, МВД, сколько у вас там, да, ну, в конце концов, да, сядьте за стол, да, и посмотрите вокруг с открытыми глазами, да. Сегодня вам говорят, что помогают, будут помогать американцы, да, долларами. Это, знаете, как в Афганистане, да. Они против Афганистана воевали, да, своих бросили, да, которые доверились, вместе стали, да, воевали. Всю военную технику, авиацию оставили, да, врагам, да, и сбежали оттуда. То же самое и с вами может случиться, а Путин, наш президент, он никогда своих не бросает. Вот поэтому мы его уважаем, любим, ценим, дорожим. И его приказ, его слово для нас выше всего, выше, чем закон, выше, чем всего. Да. Его одно слово, да, и мы покажем вам, где, что, и как, и когда. Да. Пусть восторжествует справедливость. Аллаху Акбар, Ахмад Сила.